нас есть таблица с заказами, и каждый раз при получении нового заказа мы проделываем одинаковую последовательность действий. Открываем таблицу, переходим к последней ячейке в самый низ, добавляем одну строку и заполняем ее. Указываем номер на единицу больше, указываем какой-то артикул, например, тоже на единицу больше, добавляем количество штук в заказе и ставим галочку «Отгружено». И так каждый раз для каждого последующего заказа. Для того, чтобы автоматизировать повторяющиеся действия, мы можем воспользоваться макросами. Макрос – это программа, написанная на Google Apps Script, которая выполняет действия, заложенные нами. Плюс макросов заключается в том, что язык программирования для их применения знать не нужно. Мы просто производим определенную последовательность действий, система ее запоминает и в дальнейшем применяет. Давайте создадим макрос, который автоматизирует наши действия. Для этого я перехожу в меню «Инструменты», макросы, записать макрос. У нас открывается окошко записи макроса, и здесь мы можем настроить, для какой ячейки будут применяться действия. Для той, которая выделена сейчас, в нашем случае это ячейка А1, или же для ячейки, которая будет активна на момент применения макроса. Давайте выберем эту опцию. И теперь мы можем приступить к созданию макроса. Для этого нам всего лишь нужно повторить те действия, которые мы только что проделывали. Опускаемся вниз к последней заполненной ячейке, добавляем одну строку, опускаемся еще раз вниз на эту строку и заполняем ее. Для номера мы пишем формулу. Артикул давайте также зададим с помощью формулы, чтобы увеличивать предыдущий на единицу. Количество давайте всегда будем указывать какое-то определенное число, например 3, и ставим галочку «Отгружено». Готово, мы проделали все необходимые действия. Теперь нажимаем кнопку «Сохранить» и задаем нашему макросу название. Название может быть написано как на русском языке, так и латиницей, но я рекомендую написать его латиницей, это пригодится нам в дальнейшем. Я назову макрос «Новый заказ», New Order. Нажимаю «Сохранить», готово, макрос сохранен, и теперь давайте попробуем им воспользоваться. Перехожу в меню «Инструменты», «Макросы». Здесь в списке макросов появился макрос, который мы только что создали, кликаю по нему. Происходит выполнение макроса, и мы видим, что буквально в считанные секунды добавились значения в соответствии с заданными нами правилами. Номер на единицу больше предыдущего, аналогично для артикула, количество подставлено значение 3 и стоит галочка «Отгружено». То есть макрос выполнил все те действия, которые мы в него заложили. При создании макроса важно правильно продумать последовательность действий. Сейчас мы создали макрос, который исходит из того, что таблица была только что открыта, и мы находимся в ячейке А1. Если мы будем находиться в какой-то другой ячейке, ну, например, где-то вот здесь, и попробуем запустить этот же макрос, то мы увидим, что макрос отработал, но он выполнил последовательность действий относительно той ячейки, в которой мы находились. То есть он спустился вниз по столбцу С и начал заполнение с него и правее. Поэтому при написании более сложных макросов не забывайте это учитывать. Давайте снова перейдем в меню «Инструменты», «Макросы» и выберем команду «Настроить макросы». Здесь мы увидим список всех наших макросов, их можно переименовать по нашему усмотрению. И здесь же мы можем задать сочетание клавиш на клавиатуре, при нажатии на которое макрос будет выполняться. То есть нам не нужно будет каждый раз переходить в меню «Инструменты», «Макросы», можно будет нажать сочетание клавиш на клавиатуре. Первые три клавиши всегда будут одни и те же, нам нужно указать какую-то четвертую. Нажимаем «Обновить» и тестируем. Нажимаю нужное сочетание клавиш, происходит выполнение скрипта, и мы видим, что строка снова добавилась. Мы сказали, что макрос – это программа, которая написана с помощью Google Apps Script. Давайте посмотрим, как наш макрос выглядит в виде программы. Для этого перехожу в меню «Инструменты», «Редактор скриптов». Здесь мы видим функцию, которая называется New Order. Это то, как мы назвали наш макрос. Внутри скрипта мы видим последовательность выполняемых действий. Мы получаем доступ к таблице. Переходим к последней строке, добавляем пустую строку и заполняем ее в соответствии с заданными параметрами. Еще один способ запускать макрос – это создать кнопку. Для этого я перехожу в меню «Вставка», «Рисунок». Здесь нам нужно нарисовать подходящую для нас кнопку.
Ну, допустим, она будет выглядеть как-то так. Кнопка добавляется к нам в таблицу. Давайте передвинем ее чуть правее, куда-нибудь вот сюда, например. И далее к этой кнопке нам нужно привязать наш макрос. Для этого я кликаю по кнопке, чтобы ее выделить. Нажимаю три точки в правом верхнем углу кнопки и выбираю команду «Назначить скрипт». Здесь нам нужно прописать название нашего макроса в точности, как мы его задали. В нашем случае макрос называется вот так. Нажимаю ОК, и теперь это действующая кнопка. Давайте проверим. У нас последний заказ сейчас номер 34. Кликаю по кнопке, происходит выполнение макроса, и мы видим, что добавился заказ номер 35.